Ежегодно туристы вывозят из Татарстана 1200 тонн чак-чака. Это вес 500 слонов. Одним из первых таких туристов-сладкоежек был Александр Дюма. В 1858 году Дюма приехал в Казань и здесь записал рецепт татарских медовых кусочков, который вошел в его большой кулинарный словарь, впервые изданный в Париже в 1873 году. Карл Фукс, профессор Казанского университета, посетил татарское застолье и насчитал аж 18 смен блюд. Каждая татарка брала по куску масла и меда, намазывая на хлеб, кушала с необыкновенным благоговением, как бы в этом кушанье было что-то религиозное и таинственное. Традиционное татарское застолье называют ош, что в переводе означает «еда». Ош связан с большими семейными событиями и начинается с чтения Корана. Подача основных блюд начинается с токмача. Это суп на наваристом курином или говяжьем бульоне с добавлением лапши. Кстати, слово «лапша» произошло от татарского слова «лякше», которым обозначали тонкие полоски теста. Татарская лапша должна быть очень тонкой. Чем тоньше лапша, тем круче хозяйка. После супа на стол выносят второе. Часто это отварная картошка и мясо. Традиционным видом мяса для татар является говядина, баранина, домашняя птица и конина. Исторически татары всегда четко разделяли коней для скачек, для войн, для работы и для пищи. Скакунов и тягловых коней не ели. Конину употребляли не только в отварном виде, но и делали из нее вяленую колбасу козылык. Главное блюдо застолья – зур-бялиш. Это большой сытный пирог с начинкой из картофеля, мяса и лука. Для сочности в него подливают сливочное масло и бульон. Раньше, когда картофеля татары не знали, в зур-бялиш добавляли крупу. По сути, всем известный татарский треугольник эшпышмак является миниатюрой бялиша. Сегодня это самый распространенный татарский стритфуд. Для татар эшпышмак номер один, если надо быстро, вкусно и сытно перекусить. Едят бялиш ложкой. Сначала с него снимают верхнюю крышку, и кусочки теста раскладываются по тарелкам. Рядом накладывают начинку. Самой вкусной частью бялиша является нижний слой, пропитанный бульоном начинки. Более всего ценится бялиш из гусятины. Гусь у татар – символ достатка. Это очень важная птица в свадебных церемониях. В некоторых деревнях деньги для молодых и сегодня собирают именно при выносе гуся. Каждая часть тушки имела свое значение. Голова полагалась невесте, чтобы жена не перешагнула через голову мужа, а крылья, чтобы муж был верен в семье. Ну, трактовки везде разные на самом деле. Заканчивается аш чаепитием. Татары пьют чай очень горячим, практически кипящим. Молоко в чай тоже принято добавлять подогретым. Для аромата добавляют душицу, чебрец и зверобой. Татары – настоящие фанаты чая и издревле были поставщиками чая из Китая в Россию. Целый ряд татарских купеческих фамилий в начале 19 века сколотили состояние на чайной торговле. Чай в жизни татар занимал важное место. И если семья продает или закладывает самовар, это означало, что она дошла до полной нищеты и готова лишиться самого дорогого. Традиционный чайный стол очень обилен. Масло, мед, кобартма, коштеле, чак-чак, орехи, сухофрукты, пастила. После аша всегда остается много еды. Каждый гость уносит с собой гостиниц со стола. Куштайнеш, как говорят татары. Еще есть сладкий пирог – губадия. Есть разные виды губадии. Сладкую подают к чаю, мясную – как второе блюдо. Сегодня губадию делают с рисом, а до 20 века в составе многослойной сладкой начинки были в основном ягоды и сухофрукты. Также обязательный ингредиент губадии – это корт – томленый на огне творог, смешанный с сахаром и сливочным маслом. Ну и, конечно, чак-чак – самый известный татарский десерт. Однажды хан Булгарии к свадьбе своего сына пожелал новое угощение и поставил 3 условия. Оно должно быть простым в приготовлении, долго не портиться и иметь торжественный вид. Много интересных и вкусных блюд перепробовал тогда хан, но по душе пришлось блюдо, приготовленное женой простого пастуха. Это был чак-чак, сделанный из муки, яиц и меда. Считается, что название происходит от слова «чак», которое переводится как «чуть», как будто бы десерт собран из множества мелких чуть-чутей. Татары сумели сохранить богатые кулинарные традиции, в том числе благодаря ученым. Так, в 1894 году вышла первая татарская поваренная книга «Наставление повару». Автор сборника, ученый-энциклопедист Каюм Насыри, собрал 70 рецептов блюд.
В 1969 году Юнус Ахмедзянов открыл первый в СССР общепит национальной кухни – Дом татарской кулинарии, и стал его первым шеф-поваром. Сегодня татарская национальная кухня – это не только любимая еда татарстанцев, но и важный элемент туристической программы гостей республики. На каждом шагу открываются кафе и рестораны, предлагающие традиционные блюда, а чак-чак – главный татарский сувенир.